На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. К 70-летию абхазского поэта, писателя и публициста Даура Зантария. Видеомост Сухум-Москва в пресс-центре «Спутник Абхазия». Из фрагментов целое. В центральном выставочном зале открылась персональная экспозиция Адгура Ампар. Абхазские сыроделы открыли для себя новые европейские сорта сыра. На платформе ГУМА в Сухуме состоялась ярмарка фермерских сыров. Начнем с официальной хроники. Делегация Республики Абхазия во главе с президентом Асланом Бжаниа примет участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 2-4 мая в Минеральных водах. Сегодня абхазская делегация отбыла в Российскую Федерацию, Ставропольский край. В составе делегации также вице-премьер, министр экономики Кристина Азган, министр туризма Теймураз Хишба, председатель Комитета Народного собрания парламента по экономической политике, реформам и инновационным технологиям Резу Зантария, председатель Комитета парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. В рамках выставки у главы государства запланирован ряд встреч с руководством федеральных органов власти, глав субъектов, входящих в Северокавказский федеральный округ и крупных корпораций. У нас нет пакета инвестпроектов, которые мы могли бы предложить инвесторам. Об этом сказал Аслан Бжаниа в ходе недавнего совещания с главами администраций городов и районов в администрации главы государства. Существующие в республике проблемы могут быть решены только при существенных вливаниях финансовых средств. Но для этого необходимо разработать конкретные инвестиционные программы, которые, к сожалению, по словам президента, до сих пор не подготовлены. Сейчас мы едем в Кавказские минеральные воды. Так, да, Александр Золотинский, я туда еду. Там форум экономический, правильно? Обычно выставочный форум. Но все это для чего делается? Для того, чтобы привлечь инвестиции. А у нас нет пакета инвестпроектов, которые мы могли бы предложить инвесторам. Вот мы разработали пакет. Вот, пожалуйста, уважаемый инвестор, вот расчеты, вот вам готовый бизнес, вы там вложитесь деньгами. У нас этого нет. Всякая идея, которая впоследствии может быть реализована, она рождается здесь, в голове. Это первый этап. Потом она переносится на бумагу, и потом только в реальность. Вот эти первые два этапа хотя бы надо иметь в голове и на бумаге просчитанное. И мы не сможем жить по своим собственным правилам, если наши правила не будут интегрированы или не будут в какой-то степени идентичны другим правилам экономическим, которые работают на всех территориях. Это все утопия. Мы здесь об инвесторах говорим не потому, что мы заинтересованы или считаем, сколько денег зарабатывает инвестор. Нет, это не наше дело. Мы заинтересованы и считаем, сколько мы можем, государство, заработать, наше население. Да, первый год был сложный. Первый год был сложный. Была пандемия. Второй год, третий. Мы же видим интерес к нам инвесторов. Интерес к Абхазии у инвесторов каким-то образом нам с вами удалось это сделать. И конъюнктура так легла сегодня. 7 миллионов туристов в год отдыхает в городе Сочи. В пике в Сочи находится в пиковые дни больше 1 миллиона гостей в день. Они в общепите потратили за год 96 миллиардов рублей. Только таксисты у них заработали за год 14 миллиардов рублей. В Сочи вводится в эксплуатацию каждый год 600 тысяч квадратных метров. А у нас сколько будет? 15 тысяч будет, 20 по году. У нас же проживало 540 тысяч. Мы же не толкались. Места же всем хватало. А что я неоднократно говорил и сейчас говорю, у нас наконец-то появляется на первой линии между городом Сухум и грузинской границей третий отель. Один в Киндги, один в Тамуше, и сейчас будет в Ачмечире. 105 километров, 3 отеля. Очень круто же, правильно, да? Всем главам, всем депутатам, всем министрам этот документ раздать.
Премьер-министр Александр Анкваб встретился с заместителем министра науки и высшего образования России Константином Могилевским. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере науки и образования, возможность создания совместных научных сообществ и иных институтов развития научно-образовательной деятельности, а также в законотворческой сфере. Могилевский подтвердил готовность российской стороны в дальнейшем оказывать консультативную и прикладную помощь Абхазии. Анкваб выразил благодарность руководству Миноборнауки России за сотрудничество и подтвердил заинтересованность правительства Абхазии в реализации новых проектов. Таможенные службы России и Абхазии обсудили вопросы взаимодействия в период курортного сезона. На таможенном посту МАП «Адлер» Краснодарской таможни состоялась рабочая встреча представителей таможенных служб России и Абхазии. Обсуждались первостепенные задачи подготовки к предстоящему курортному сезону, актуальные вопросы совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля сельскохозяйственной продукции. В ходе беседы особое внимание было уделено технологии работы пункта пропуска, функционированию информационно-программных средств, оптимизации таможенных операций в отношении лиц, товаров и транспортных средств в периоды пиковых нагрузок. Есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медизделиями. Все списки учета формируются специалистами на основании статистических данных. Об этом заявил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутбо, который провел совещание по вопросам лекарственного обеспечения. Глава Минздрава поручил главврачам в ближайшее время провести внутренние совещания во всех городских и районных поликлиниках и предупредить о необходимости следования утвержденному министерством графику в вопросе обеспечения лекарственными препаратами. 1 мая исполнилось 130 лет со дня рождения выдающегося политического и государственного деятеля, главы правительства Абхазии Нестора Аполлоновича Лакоба. Почтить память Нестора Лакоба пришли члены правительства, депутаты парламента, руководство Гудаутского района, общественные деятели и школьники. Церемония возложения цветов к памятнику Нестору Лакоба состоялась накануне в Гудауте. Во Дворце культуры прошло памятное мероприятие, посвященное 130-летию со дня рождения Нестора Лакоба. В фойе Дворца культуры Гудауты была развернута выставка фотографий Нестора Лакоба и его семьи. На вечере памяти показаны архивные фото и видео Нестора Лакоба. Школьники осветили основные вехи жизни Лакоба, прочитали стихи, посвященные ему. Также показан документальный фильм о Несторе. В памятном мероприятии приняли участие президент Аслан Джаня, вице-президент Бадра Гунба, вице-премьер, министр экономики Кристина Азган, члены правительства, депутаты парламента. 2 мая, в день рождения абхазского полководца, героя Абхазии, генерал-лейтенанта Сергея Платоновича Дбар, в его родовом селе Мгудзерхуа Гудаутского района прошли мероприятия, приуроченные к 77-летию со дня его рождения. В мероприятиях приняли участие односельчане Сергей Дбар, представители сельской администрации, депутат парламента Бадрик Пилия, супруга Сергея Дбар, Римма Шония, члены семьи, родственники, друзья. Мероприятия начались с возложения цветов к памятнику Сергею Дбар, установленному в селе на территории мемориального сквера. В том же месте установлены памятники павшим бойцам в ходе Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Затем открылась выставка фотографий Сергея Дбар. Экспозиция подготовлена Государственным музеем Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. Мероприятия продолжились в актовом зале администрации села Мгудзерхуа. Школьники из местной средней школы подготовили программу вечера памяти своего знаменитого односельчанина. Звучали стихи в память о генерале, были показаны архивные кадры его жизни и, конечно, военной истории. Видеоотчет с вечера памяти Сергея Дбар смотрите в нашем сегодняшнем эфире. К 70-летию абхазского поэта, писателя и публициста Даура Зантария состоялся видеомост Сухум-Москва в пресс-центре «Спутник Абхазия». По видеосвязи в нем приняли участие российские писатели и друзья Даура Зантария. Марина Москвина и Игорь Сид, этнограф, кавказовед, доктор исторических наук Юрий Анчабадзе. Из Сухума на связи были абхазский поэт, критик Владимир Зантария, фольклорист Валентин Кагония, поэт Дмитрий Габелия и Циза Гумба, директор центра имени Даура Зантария. Участники видеомоста говорили об особенностях творчества Даура Зантария. И вот Даур был литературным странником. Он перешел с одного языка на другой, да, с абхазского на русский, затем возвращался к абхазскому, продолжал писать на русском.
потому что русский, видимо, давал ему некоторые другие возможности для литературного нарратива. Но вот идеи, образы, глубинные чувства и переживания, какой-то исторический бэкграунд, это, конечно, шло из абхазской стихии, из языковой, ментальной, исторической. Вот отсюда, вероятно, замеченный некоторыми критиками абхазский акцент в его произведениях. Хотя сам Даур, насколько я помню, несколько несправедливо это отрицал. Но главное, Даур писал эпос. Отметим, что видеомост к юбилею Даура Зонтария состоялся на двух языках – русском и абхазском. Первую часть встречи на русском языке смотрите в эфире после выпуска новостей. Вторую часть видеомоста «Сухум Москва» о творчестве писателя Даура Зонтария на абхазском языке мы предложим вашему вниманию 3 мая в вечернем эфире. Продолжаем выпуск. Суд не согласился исключить экспертизу Беслана Абганба из перечня доказательств. С соответствующим ходатайством обратился адвокат Автандил Чкадо. По мнению защиты, комплексная судебная экспертиза была проведена с нарушениями УПК и закона о государственной судебной экспертной деятельности. Коллегия судей ходатайство не удовлетворила, вместе с тем отметила, что выводы экспертов о возможных причинах и механизме образования повреждений на теле Беслана Абганба носят вероятностный характер. Подробнее в ближайших выпусках. Память жертв, погибших 2 мая 2014 года в Одесском доме профсоюзов, почтили в столице Абхазии акцией «Сухум Одесса». Представители АГУ, Дома Москвы в Сухуме, администрации Гулрыбского района, общественной организации «Гулрыбш», Россотрудничества и ученики средней школы номер 3 запустили в море 48 бумажных корабликов по числу жертв трагедий. Организаторы «Культурный фонд Платформа» и общественная организация «Центр правозащиты российских граждан в Абхазии» при поддержке Ассоциации российских соотечественников Абхазии. Из фрагментов целая, так называется персональная выставка «Адгура Ампар». Она открылась 2 мая и будет работать 10 дней. Картины, написанные за 2022 год, графика и живопись. Что изменилось в творчестве художника и чем новая выставка отличается от предыдущих, расскажет Элеонора Гилаян. Мир кардинально меняется, и эти перемены не могут обходить стороной тех, кто привык изображать мир свой собственный на холсте. Для тех, кто следит за творчеством художника Адгура Ампар, в этой экспозиции очевидны новые линии и сюжеты. Каждая из этих картин подводит нас к идее изменения мира. Да, вот мир меняется, все подвержено изменению. И вот эта тема изменения я как-то пытался в своих работах показать. Да, появился цвет, такие вот какие-то неоновые оттенки цвета, мне они стали интересны. Ухожу в какую-то некую такую плакатность, она мне тоже сегодня интересна, какой-то символизм. Нет людей как таковых. Если раньше картины были, так скажем, человекоцентричны, да, человек был главной ролью в этом сюжете, скажем так, главным действующим лицом. Сегодня, если он и встречается, то где-то на вторых, на третьих планах какой-то картины, а где-то его вообще нет. Из фрагментов целое название выставки и короткое введение в нее от абхазского искусствоведа из Германии Ирмы Губля рассказывает о том, что каждое полотно распадается на несколько разных и в то же время собирается в один полноценный сюжет. Цикл с кроликами, их 4 работы, то есть они тоже так собранные, вот как бы в таких, так сказать, в череде, скажем, там где-то идут опыты над этим животным. Это всегда такое опытное животное, бедненькое, кролик, да. Но и где-то он уже заимел автономию, превратился во что-то, да, человекообразное, и теперь сам готов творить, заниматься какими-то опытами. Вот как бы так. Художник признается, что, несмотря на выставочный опыт, все равно переживает перед приходом зрителей и остается внимательным к комментариям и деталям. Первыми приходят коллеги. Руслан Габля, смотря на работу, периодически восклицает про то, что Адгуру Ампар удается совмещать несовместимое. Адгур для меня это воин. Это лично очень сильный человек. То, что через чего он прошел, вот такое пройти, вот кардинально вот так, своими мирами.
восприятие не то, что изменить, он, наверное, в нем это зерно было, но он смог это, вот то, что как бы, ну, нельзя так делать. Вот человек, общество, я не знаю, смог бы я подобное изменить. Мы всегда боимся новизны, мы как-то всегда находимся в каком-то теплом таком, создали нишу себе. И вот так, и человек боится высовываться, там холодно, там ветер дует, там Бога, а что скажут? Все это отрынув, он начал писать, и вот это, потому что он воин. И эти обнаженные фигуры, которые он делает, эти какие-то немыслимые цветовые соотношения, он не идет по какой-то проторенной. Я не скажу, что подобного в мире не было. Были, но вот именно это его темперамент, его мировосприятие, его интеллект, вот из всего этого сплав чего-то такого, мне кажется, очень интересного. Я думаю, что зрителям это будет очень интересно. Открывая выставку, Эльвира Арсалия подчеркнула, что работы Адгура Ампар всегда неожиданны и ищут ответы на вопросы, которые висят в воздухе. Место человека в современном мире, развитие технологий и наше место, социума в нем, одиночество и очень много проблем современного человека, которые находят отражение, на мой взгляд, вот в последней серии графических листов, живописных полотен. И, на мой взгляд, у Адгура есть особенный контакт со своим зрителем. И абсолютно такая необходимость постоянно с ним быть в такой вот живой связи, потому что Адгур очень, на мой взгляд, уважает зрителя и за каждой своей работой оставляет место для того, чтобы он домыслил. Министр культуры Даур Ковы сказал, что это первое его близкое знакомство с творчеством Адгура Ампар, и оно произвело на него сильное впечатление. Скажу честно, потрясен увиденным. Великолепные картины, великолепные работы, и я понимаю, как говорит Эльвира Анатольевна, что это может быть пока еще только середина творческого пути. И я представляю, сколько еще впереди нас всех ожидает. Хочу сказать, что, наверное, в кругу твоих фанатов прибыла. Вот. В качестве одного из таких будущих фанатов я уже тоже есть. Мне действительно очень понравились эти картины. Я хочу тебе пожелать творческих успехов и самого наилучшего. Более 30 работ в графике и живописи. Они доступны для приобретения. Выставка будет работать до 12 мая. Элеонора Гилаян, Саита Гухава, Абазатова. Добычу камбалы и установку сетей у берегов Абхазии запретили с 1 по 20 мая. Это необходимо для сохранения популяции рыбы, сказал «Спутник», глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава. Ежегодно в это время издается приказ о запрете лова камбалы, потому что идет активный нерест этой рыбы. Чтобы сохранить поголовье, необходимо запретить лов камбалы и установку сетей, сообщил Читанава. Абхазские сыроделы открыли для себя новые европейские сорта сыра. В субботу, 29 апреля, на платформе ГУМА в Сухуме состоялась ярмарка фермерских сыров, организованная проектным офисом ФАО и офисом ООН «Женщины в Абхазии». В ней приняли участие фермеры и любители натуральной продукции. Как оказалось, в Сухуме таких немало. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Абхазские сыроделы открыли для себя новые европейские сорта сыра и уже вышли с ними на абхазский рынок. Халуми, качотта и кашкавал отличаются твердостью и выдержкой. Они не так универсальны, как традиционные абхазские сыры, но уже довольно популярны в местных ресторанах. В ходе ярмарки состоялось подписание соглашения между фермером Мариной Пацацей и представителем таверны «Хайт». Для Марины Пацация сыроделие – основной способ заработка. Она и до того, как ФАО оказала помощь женщинам-фермерам, занималась домашним хозяйством и продажей сельхозпродукции. Но благодаря поддержке ФАО и ООН «Женщины» Марина Пацация смогла выйти на новый уровень. Я очень понравилась наша организация, нашей ФАО. Спасибо за все. Когда-то сделаем, работаем, не мучим. Радуюсь, что я сделаю каждый днем и ночью работаю, чтобы я приготовлю. Я рад.
для рода. Клиенты есть у вас? Конечно, есть уже сейчас рестораны от меня берут на Сухуми. Женщины-фермеры – участницы совместного проекта ФАО и ООН «Женщины. Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции» обучались изготовлению сыров халуми, качоты и кашкавал в ходе практических тренингов под руководством специалистов офиса ФАО. ФАО, которая в этом проекте учит, выбрала фермеров и научила их изготавливать сыры итальянской технологии, которые вот вы видите, называется кашкавал, халуми, и вот это натуральные продукты из Гальского района. И вот так тихо-тихо они раскручиваются, они помогли, раздали какое-то оборудование, научили, помогли, и вот результат вы видите сами. Не только знаниями, но и оборудованием оснастили женщин-фермеров, а также снабдили расходным материалом для более привлекательного и качественного оформления сыров. Эти этикетки, вот эти краски, которыми обрабатываются, вот эта вакуумная упаковка, это все предоставила организация ФАО, чтобы они вот именно вот так красиво упаковывались. В самом Гале, как говорит главный ветеринарный врач района, европейские сыры не так популярны. И реализуют их тут только по предварительному заказу. А вот в столице, в Сухуми, уже есть точки продажи, где их можно приобрести. Употребляют их в основном в виде закуски. И с винцом можно, и с пивом, может быть, кто-то употребляет. Это уже сыры такие, значит, вот, допустим, вот этот халуми уже можно жарить на гриле, поэтому уже очень интересно. По словам нутрициолога Алисы Чанба, новые для Абхазии сорта сыра уже обращают на себя внимание приверженцев здорового питания. Все дело в том, что, как говорит нутрициолог, даже с лактозной непереносимостью не стоит исключать из своего рациона сыр, тем более выдержанный. В последнее время в связи с тем, что много очень информации о непереносимости лактозы, люди, к сожалению, стали исключать лактозу из рациона. Я могу сказать в свою очередь, что именно в сырах, именно в выдержанных лактозы немного, и исключать их из рациона не стоит. В чем польза? Да? Это огромное количество белка и очень много кальция, калия, фосфора, все, что нам необходимо. По словам Алисы Чанба, сегодня в магазинах Абхазии трудно, а порой и невозможно найти импортный качественный твердый сыр, приготовленный из натурального молока. Поэтому любителям сыров стоит обратить внимание на качоту, халуми и кашкавал местного производства. Местные сыры, нет понятия лучше-хуже, да, мы скажем, что это все-таки наше, и в силу того, что мы все равно генетически предрасположены переваривать, да, есть генетически обусловленные истории, нам они подходят, это раз, и плюс я хочу сделать особое, уделить внимание именно правильным этапам производства, потому что все-таки мы должны все по нормам, да? Опять же, это контроль качества, пастеризация, и тогда мы получим максимум пользы. У посетителей ярмарки была возможность не только продегустировать твердые сыры на вкус, но и наблюдать за процессом в ходе мастер-класса. Это фермерская ярмарка на культурно-деловой платформе ГУМа уже второе мероприятие подобного формата, которое подчеркивает важность поддержки женщин в молочном фермерстве. Марьяна Котова, Сайта Гухава, Абаза ТВ. Новости АГУ. В Абхазском государственном университете состоялась международная научно-практическая конференция «Тенденции современного образования, достижения и перспективы». Мероприятие проводится совместно с Уральским государственным педагогическим университетом уже в 9-й раз в рамках межвузовского соглашения. За эти годы помимо конференции проведены различные встречи, лекции, семинары, мастер-классы и другие мероприятия научно-образовательного характера. Результаты конференции ежегодно публикуются на страницах ведущих изданий России. Во вторник в рамках конференции были заслушаны 9 докладов по современным проблемам педагогического образования. В завершении встречи участникам были вручены благодарственные письма и сертификаты. На пленарном заседании с приветственным словом от имени руководства АГУ выступил первый проректор, кандидат биологических наук, доцент Роман Дбар. Хочу сказать, что
наши встречи носят уже традиционный характер. Можно сказать, вообще слово «традиционное» означает «испытанный». Это действительно испытанное временем, значит, дружба, отношения, за которым стоит уже не просто время, а большой труд. Наша сегодняшняя встреча посвящена современным тенденциям в образовании и перспективам. Педагог — это ключевая фигура современного мира. Может быть, в силу некоторых обстоятельств некоторые ценности смещаются, но даже если они смещаются в головах, а в смыслах они не смещаются, педагог на самом деле ключевой человек. Передача знаний от одного поколения к другому поколению может производиться только с помощью особого, наделенного компетенциями человека, который называется педагогом. Географические границы нашей конференции с каждым годом расширяются. Отрадно, что сегодня присутствуют из Москвы, Екатеринбурга, Когалыма, Заречного. Я хочу поблагодарить организаторов этой конференции Брызгалову Светлану Олеговну и Тинкачеву Татьяну Рашитовну за организацию конференции. Я бы хотела поблагодарить также ректоров наших вузов Уральского педагогического университета Минюрову Светлану Олегарьевну и ректора нашего университета, академика Олегу Алексеевича Гварами за всестороннюю поддержку. Благодаря усилиям ректора АГУ, академика Олега Гварами, впервые в ВУЗе на факультете искусств открылась специальность дирижер академического хора. 30 апреля по данному направлению 9 человек приняли участие в Олимпиаде «Путь к вершинам-2023». Абитуриенты успешно прошли все испытания по профильному предмету «Теория музыки». Как отмечается в пресс-релизе отдела информации и медиакоммуникации АГУ, из 9 участников Олимпиады 8 со средним специальным музыкальным образованием. Впервые состоялась встреча наша с абитуриентами, которые поступают в Абхазский государственный университет впервые на специальность хорового дирижирования. Это знаменательное событие для и университета, конечно, и для Абхазии в целом, потому что Абхазия испытывает большой дефицит в кадрах профессиональных дирижеров, поэтому мы, музыканты, особенно благодарны, что ректор университета Олег Алексеевич поддержал эту идею, и у нас сегодня была возможность впервые встретиться и увидеть наших будущих студентов. У нас состоялась Олимпиада, 9 человек пришли сегодня, и все они прошли, значит, такой отборочный тур, такой экзаменационный. Мы спрашивали по всем направлениям. Это общее образование, музыкальное, кругозор музыкальный, знание музыкальной литературы, и теоретическая подготовка, и фортепианная подготовка. И поэтому у нас уже есть представление об уровне будущих наших студентов. И я думаю, что это будет большой поддержкой нашей музыкальной культуры, когда через 5 лет они завершат учебу, и они придут уже, думаю, руководителями в различные коллективы музыкальные. У нас и школы, и общеобразовательные школы, и разные художественные самодеятельности. Они все нуждаются в руководителях, в дирижерах. Поэтому мы сегодня сделали вот такой
очень хороший шаг в музыкальной культуре. Российско-абхазский арт-диалог, факультет искусств Абхазского госуниверситета и художники-педагоги, преподаватели художественно-географического факультета Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета организовали первую международную онлайн-выставку творческих работ «Российско-абхазский арт-диалог». Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ, проект, который проходит с 24 апреля по 15 мая, представлен на официальном сайте Московского педагогического государственного университета. Как говорят организаторы, данное мероприятие является необычным и принципиально новым научным художественно-творческим проектом. В проекте от художников Абхазии участвуют Нукзар Логу, Амиран Адли, Балаша Габелия, Эльвира Арсалия, Виталий Джения, Руслан Габлия, Мактина Цвижба, Виталий Кацба, Надар Цвижба и другие. Детская хореографическая студия государственного ансамбля танца «Шаратен» Яйрума стала обладателем гран-при первого конкурса весеннего кубка первенства в танцевальных видах творчества в Москве. Конкурс состоялся 29 апреля в рамках конкурсных проектов благотворительного фонда культурно-социальных инициатив имени Ивана Сергеевича Тургенева. Помимо гран-при, детская студия была отмечена дипломами лауреатов первой степени в номинации «Хореографическое творчество. Народный танец». Руководитель ансамбля, заслуженная артистка Абхазии Анжела Дбар. Конкурс-фестиваль проходил в Москве при поддержке Министерства культуры России. Определились победители традиционных конно-спортивных состязаний в селе Кутол 1 мая, приуроченных к празднованию 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В соревнованиях по метанию копья памяти мастера спорта Республики Амара Кагония первое место заняла команда села Кутол, второе – Кудры, третье – Джгиарда, сообщается на сайте Госкомспорта. В состязаниях по конному футболу памяти мастеров спорта Абхазии братьев Алхаса и Гарика Палаванзе первое место заняла команда села Кутол, второе – Кудры, третье – Джгиарда. Герман Арджения стал серебряным призером чемпионата Московской области по боксу среди мужчин. Соревнования проходили с 26 по 29 апреля в Павловском Посаде. Герман выступал в весовой категории 63,5 килограмма. В финальном поединке он уступил Тиграну Манацакяну из Ногинска. Фигуристка Шарена Гуния заняла второе место по третьему взрослому спортивному разряду в первенстве города Маршанск Тамбовской области. В новом образе с произвольной программой под песню «Хиблы Герзмава Абхазия моя» я участвовала в первенстве города Маршанск Тамбовской области «Весенний пируэт», которые состоялись 30 апреля. На соревнованиях представляла Тамбов. В очередной раз подтвердила свой третий взрослый спортивный разряд, набрав технический балл 19,81. Это мой новый личный рекорд на данный момент, пишет Шарена Гуния на своей странице в Инстаграм. Стали известны имена победителей среди юных шахматистов в возрасте до 12 лет в ходе традиционных республиканских детских рейтинговых шахматных соревнований Алашера «Молодые надежды». Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами, сообщает Федерация шахмат Абхазии. Сейчас о погоде. В среду 3 мая в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, атмосферное давление повышенное, температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 12 до 17 градусов, температура морской воды 13 градусов.
На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.